Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 9 октября 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Итак, у нас карта дня. Пятерка мечей выпадает. Что будет помогать? Рыцарь чаш. Что будет мешать? Семерка чаш. Так, давайте достанем сразу карты для отношений, для работы. На работу 2 сразу выпало у нас карты. На денежки, на здоровье и на итог дня. Итак, у нас выпадает пятерка мечей. Карта, которая говорит о том, что у нас основные события сегодня будут связаны с общением. Причем общение партнерское, да, когда мы целиком и полностью посвящаем свое внимание одному человеку. Мы либо его любим, либо мы его ненавидим, да, либо мы ему помогаем, либо мешаем, либо договариваемся, либо ссоримся. То есть вот как бы основное это у нас взаимоотношения. Причем это взаимоотношения, которые предполагают обязательства. То есть это не просто отношения, которые вот с первым встречным. Нет, это люди, по отношению к которым у нас есть какое-то чувство долга, да, или, может быть, мы пообещали что-то когда-то. И вот сегодня будут как раз возникать моменты, когда либо нужно будет исполнять обещанное, а нам не хочется, либо ситуация складывается так, что мы не можем исполнить то, что обещали. И, в общем, какие-то тут ситуации сложные, острые могут возникать. А в самом лучшем варианте эта карта говорит о том, что мы сегодня можем как раз давать обещания, которые вот на будущее рассчитаны, да, на долгий срок. И нужно несколько раз подумать, прежде чем что-то обещать, потому что то, что сегодня нам кажется легким, и кажется то, что мы с этим справимся, вполне возможно, что это станет трудным, когда придет время вот выполнять свои обещания. Да? То есть вот карта говорит о том, что нужно обязательно сегодня отдавать себе отчет в том, что мы говорим. Это же мечи, это слова, это мысли, да, то есть сегодня нужно лучше занизить немножко планку, да, не обещать то, что прям вот хочется сказать, да, что на языке, а лучше немножечко занизить планку на тот случай, что могут быть и какие-то другие сложные времена, когда мы не можем, допустим, выполнить то, что обещали. Также карта говорит о том, что сегодня могут быть, знаете, такие не очень красивые проявления души либо у нас, либо у наших партнеров. Это зависть, это ревность, это может быть ситуации, когда мы просто вот злимся на человека за то, что он в чем-то не похож на нас. Вот такие ситуации могут быть. Но что еще у нас здесь важно? Для кого-то это день, когда мы подаем документы в суд, да, это может быть судебная карта. Этот день, когда мы заключаем какие-то договоры, подписываем бумаги. Это день, когда мы ходим к врачу, к какому-то консультанту и желаем как-то прояснить ситуацию. Это карта также покупателей, да, когда мы заключаем какой-то договор, сделку купли-продажи. Ну и также здесь могут быть вопросы с бабушками, дедушками решаться, и что-то вот важное здесь может быть. Ну и вообще, и незнакомые люди какие-то сегодня тоже могут появляться на нашем пути, по отношению к которым мы вот как-то должны себя проявить определенным образом. Очень опасная карта для отношений, когда они, ну, как бы такие в плохом состоянии, да, то есть сегодняшний конфликт может даже до развода довести. Если вы этого не хотите, то вообще лучше сегодня держаться подальше от партнера, заниматься своими какими-то делами. Что еще? Торговля. Очень хорошее время для торговли, для коммерции, для того, чтобы завоевывать каких-то новых клиентов, проводить консультации, заключать какие-то партнерства, отношения, вступать в брак
И даже здесь вот хорошая карта выиграть в суде, если вы уже ну, какое-то время в этом процессе участвуете. Что будет помогать? Рыцарь чаш. Рыцарь чаш – это предложение, рыцарь чаш – это дружеская поддержка. И здесь также может быть какие-то очень важные вопросы, связанные с домом. Да, вот если мы пытаемся сохранить отношения, это будет на благо нам сегодня. Если мы пытаемся сделать приятное партнеру, это тоже все на благо. В общем, все, что направлено на укрепление отношений, на выполнение обязательств и на то, чтобы порадовать, позаботиться, вот это все отлично. И что будет мешать? Семерка чаш, когда у нас какие-то фантазии нереальные, да, когда мы от партнера требуем того, что сами дать не можем и так далее. То есть вот когда у нас мечты, желания расходятся с реальностью, с действительностью, когда требования завышенные или наоборот слишком заниженные, да, ну, в общем, когда у нас не середина золотая, а вот метание из стороны в сторону. Для отношений у нас выпала пятерка жезлов, тоже пятерочка, это у нас в любом случае какая-то перемена, может быть какой-то небольшой кризис во взаимоотношениях, но кризис это всегда хорошо, он показывает, чего не хватает, и если мы как бы решаем вопрос, то отношения улучшаются кардинально. Тем более это жезлы, это карта огня, карта теплая, карта любви, да, то есть решите вопрос, и будет больше любви в отношениях. И здесь как бы изображены такие гномы, которые сражаются вот на жезлах, да, они здесь все улыбаются, тут нет какой-то злобы, нет каких-то вот таких напряженных лиц, да, то есть это вот просто ситуация конфликта, которая обязательно должна привести к улучшению. То есть конфликт, он и нужен для того, чтобы проявлять то, что у нас неправильно, да, идет, то, что нужно изменить. И конфликт – это хорошо, если его использовать на благо. Для тех, кто в поиске партнера, десятка пентаклей. Вполне возможно, вы сегодня встретите человека на каком-то семейном торжестве, на празднике, в кафе, в общем, там, где собирается большое количество людей, они празднуют, отдыхают, люди разных возрастов, и, может быть, среди них как раз встретится человек, которого вы еще не знали, да, или, может, вас познакомит кто-то из друзей, из родственников. Для тех, кто в паре. Двойка мечей. Карта говорит о том, что вы сегодня будете вот как раз выяснять отношения. Особенно опасно сегодня доказывать, кто лучше, кто хуже, кто прав, кто виноват. И когда каждый стоит на своей точке зрения. То есть здесь как бы главный девиз – это дружба, это взаимоуважение и нахождение компромисса и нахождение точек соприкосновения. Здесь это обязательно. Также карта говорит о том, что сегодня важно думать о том, что мы говорим, потому что каждое слово будет взвешено, да. Вот посмотрите, две вороны, то есть это мудрость, да. Каждый должен быть мудрым, чтобы вот пара была как бы в таком спокойном состоянии, да, чтобы не было конфликта, чтобы не было раздора, рассоры и так далее. Видите, у нас здесь пятерка мечей, двойка мечей очень сильно перекликаются, да и плюс еще пятерка жезлов. А для тех, кто в ссоре, шестерка жезлов. Ну, здесь вы смело можете мириться, потому что вы уже тут поссорились, у вас уже конфликт произошел раньше, и для вас вот это, наоборот, хорошее время для того, чтобы помириться. Но жезлы требуют всегда повышенного внимания к своему партнеру, каких-то подарков, проявления чувств. Это, ну, как бы об этом нужно позаботиться. Для работы выпадает туз пентаклей и двойка старшего аркана жрица, да, то есть две карты очень значимые, да, то есть в работе сегодня могут быть какие-то перемены, они могут быть пока на внутреннем уровне, да, может быть для вас это незаметно, но ситуация разворачивается как-то еще внутри, независимо от
внешних обстоятельств, да, то есть как бы на таком уровне невидимом, скажем так, да, ситуация созревает, и туз пентаклей это как шанс, и жрица это как ситуация, когда требуется принять мудрое решение, проявить свои таланты, использовать свои способности, держать свой ум таким холодным, да. В общем, здесь карты, которые говорят о том, что в работе близятся перемены, но они сегодня могут еще не проявиться. Но какие-то знаки уже будут даны. Карта говорит о том, что нужно очень спокойно и мудро ко всему относиться и все шансы использовать. Те, кто в поиске работы, карта Луна. Это либо работа на дому, либо работа с какими-то перемещениями. Ну, допустим, для того, чтобы устроиться на работу, нужно уехать в другой город, да, или, может быть, переезд в другой район, или далекая, вот, дальняя дорога, да, на работу. Также карта говорит о том, что вы можете быть сегодня не в таком нестабильном состоянии, не знаете, какое решение принять, то ли да сказать, то ли нет. Карта предполагает, что нужно подумать, не нужно спешить с ответом, хорошенечко все взвесить. Для тех, у кого есть работа, король пентаклей, но здесь начальство, да, если вы сами занимаете руководящую должность, то от вас будет очень много зависеть, вы будете решать какие-то важные вопросы по работе, по зарплате и так далее. Если же вы ожидаете повышения, то оно к вам вот уже в руки идет. Если же вы под начальством работаете чем-то, то сегодня будут какие-то ситуации, связанные с руководством, когда руководство будет влиять на вашу деятельность, может быть, будут какие-то новые там приказы выходить, да, изменения какие-то могут быть, объявления какие-то очень важные. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта правосудия. Но это кармическая карта, и здесь, скорее всего, какой-то очень важный день. Может быть, это и день проверок каких-то, да. Может быть, какая-то контрольная закупка, допустим, да, или еще как-то может проверяться ваша деятельность. И хорошо сегодня оплачивать какие-то там штрафы, если есть, или оплачивать счета и так далее, да, то есть вот очень важно. Ну и опять же, все, что мы делаем сегодня, повлияет на нашу будущую деятельность. То есть важно соблюдать какое-то внутреннее равновесие, не выходить из себя и вот нарабатывать свое доброе имя, чтобы люди доверяли, чтобы вы сами чувствовали себя вот на своем месте, да, и чувствовали свою защищенность с точки зрения закона. В общем, здесь день такой довольно-таки, в общем, требует от нас осознанности. Так, теперь финансы. Двойка пентаклей. Ну, здесь у нас, видимо, доходы и расходы. Может быть, не такие большие, но нам хватает, да, то есть мы умудряемся здесь держать равновесие в прибыли и в тратах. И, в принципе, двойка пентаклей карта хорошая для того, чтобы приобретать то, что нам необходимо. Это мы тратим деньги на средства первой необходимости, на продукты, на что-то такое вот для дома, для детей, для семьи и так далее. Теперь кто на зарплате у нас? Рыцарь пентаклей. Карта говорит о том, что вы сегодня, в принципе, с деньгами, да, вот здесь у нас изображены такие снопы, колосья, то есть это может быть и заработная плата, которую вы получили сегодня или за день до этого, и сегодня можете тратить, да, то есть распоряжаться тем, что вы заработали. Но, кстати, рыцарь пентаклей говорит о том, что здесь обязательно должен запас оставаться. То есть нельзя тратить все. Нужно распределять деньги. Для тех, кто своим зарабатывает делом, выпадает карта «Дьявол». Это замечательная карта для финансов. Может быть оформлена какая-то сделка крупная, получение хорошего дохода сразу крупной суммы. Очень часто это сделки с недвижимостью, со строительством, с землей. В общем, очень такие крупные важные сделки. Либо сделки, которые совершаются с
клиентами, которые какой-то важный пост занимают, может даже в государстве, да, в администрации, какие-то, в общем, люди, которые на государственной службе находятся. Либо вот с недвижимостью очень часто хорошо здесь решаются вопросы. Также карта говорит о том, что сегодня может быть соблазн какой-то по деньгам. Либо кто-то вас подтолкнет на то, чтобы взять какой-то кредит большой, непомерный. Либо кто-то скажет, а давай там сделаем какой-нибудь партнерский проект, который потом вот убыточный будет, провальный и так далее. То есть потери денег может быть. То есть кто-то может вас сегодня толкать в неправильную сторону, но это будет очень соблазнительно. Смотрите осторожно, да, не соглашайтесь. Сегодня не тот день, когда нужно такие предложения принимать. Ну, по крайней мере, все проверять очень хорошо. И здоровье. Семерка старшего аркана колесницы выпадает. Очень хорошая карта для выздоровления. Для того, чтобы набирать силу, организм, знаете, вот перестраивается, улучшается работа всех систем. В общем, очень хорошее время для того, чтобы выздоравливать. Но для тех, кто здоров, очень важно, чтобы были впечатления, достаточное количество впечатлений, чтобы было у вас за день. Это тоже напрямую зависит, от этого напрямую зависит ваше здоровье. То есть не только еда, не только движение, но и впечатления, которые мы получаем за день, это тоже наше здоровье. И итог дня выпадает карта башня. Очень хорошая карта для завершения любого рода дел крупных, которые долго тянулись, для покупки, продажи недвижимости, для того, чтобы вот завершить какое-то большое дело, большой период какой-то, да, решить какой-то очень важный вопрос. Но также эта карта может показывать и разрушение какое-то, потерю какую-то, да, но, скорее всего, вы знали о том, что это произойдет, и ну, может быть, даже с облегчением воспримите вот то, что разрушилось, то, что ушло. Ну, в принципе, башня, она всегда своевременна, она всегда полезна, да, то есть вот это всегда уходит то, что уже не нужно. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.